Притащил первое бревно. Ребят, вообще жесть. Жесть — это то, что я просто не нахожу. Ни сушины, ни валежников вблизи, ничего нету. Приходится далеко ездить, искать. Я не знаю, наберу ли вообще ли эти бревна. Хотя бы 4 штуки привезти. 4. Мне бы 2 6-метровых и хотя бы 2 4-метровых. Ну, посмотрим. Ну, как поняли, я вам сейчас немножко так показал, как тащит вот эта приспособа такая. Вообще класс. Бревна поставил и газку. Тащить хорошо. Прям не чувствует буран вообще. Не упирается бревна никуда. Классно. Спотел, надо немножко передохнуть. И дальше на поиски. Просто сегодня у меня время уходит, море времени уходит на поиски бревен. Что я примечал, как бы все под снегом. Не найти. Весь процесс, конечно, работы снимать не стану. Я просто не успеваю, блядь. Время там тратить на эти съемки. Надеюсь, не короткий. Вроде нормальный пойдет. Вот это нижнее бревно там. Не помню уже, что там. Какое бревно там сгнило у меня. Ой. Так. Как же, не помню, это надо, нет, не это целый вроде как. Да, это целый. Значит, нижнее вон там нижнее. И один. Ага. Да, 4 штуки хотя бы. Еще бы, ну, поменьше надо. Слишком перебор большой. Фу, опять. Сегодня день пройдет, блядь, ничего не успеваю. Да, нормально. Ух ты, жара-то какая тут. Чайник, наверное, вообще. Ой, наполовину уже. Так, надо уменьшить. Что-то перебор, жарко тут. Вообще жара. Туландан. Там сиди. Чай попью. Так. Блять, 1,5 часа одновременно. Ё-моё. Сегодня я одел термобелье. В термобелье там я летом показывал. Короче, костюм. Ну вот сейчас я спотел. И знаете, в принципе, что из хлопка там футболка там сырой. Но на термобелье у меня так и так футболка. Но то, что я спотел, я чувствую все это. Я думал, такое ощущение будет, что, скажем, блин, у Васьки окурки, что за запах, думаю. Я думал, что термобелье это одежда такая, что
ну, не чувствуешь этого пота, как бы сырости. Но вот все это я чувствую, прекрасно чувствую. Может, может еще другие одежды есть, потому что в лесу я когда работал, как сказать, именно на заготовке леса. Там, короче, приезжали к нам с Москвы представители из этого, с Москвы, Хусхварна. С Хусхварна, да. И, в общем, они так говорили, что есть одежда, которая ты потеешь, и эта влага выходит, как будто спина все время сухая. Вот. В то же время одежду он показывал, обувь, что вот ты пилишь, как бы, если сапоги там специальные, ты пилишь, шина попадает, цепь попадает на эти сапоги, и цепи останавливаются, в общем, не распиливает, такая вот одежда специальная. Да, конечно, у меня планов много было. Мало что, наверное, получится. Не знаю. Ну, что смогу, в общем, поработаю. Буду искать. Надо это сделать. Первое бревно есть. Хотя бы еще 3 бревна. 3 бревна и еще 3 поменьше бревна надо для подполья. Там тоже там пол придется разбирать. По-новому лаги поставить и уже пол по-новому постелить. Ну, одним словом. Чуть-чуть, но все равно изба поднимется, если удастся всю эту работу сделать. Фронт работы очень большой. Вот так. Короче, я сейчас дальше буду работать, а там уже покажу, что и как. Второй час дня уже, ребят. Я в активном поиске. Вот такие валежники ищу. Ну, где-то 4 метра из этого бревна. Но мне надо хотя бы 6 метров. Здесь больше, да, и толщина не устраивает. Чуть-чуть тонкий. Будем дальше искать. Но хотя это буду иметь в виду. С грибами, вот на все надо смотреть. Вон там грибы, это говорит о том, что дерево гниет. И, скажем, вот такое бревно вы поставите, и от этого бревна весь сруб будет там с плесенью. Так что все надо смотреть. Все надо смотреть, искать. Тулан тоже со мной. Чуть-чуть тоже проваливается, лапа уже кровит, потому что наст как наждачка. Как наждачка. Пешочком там ходим, ищем.
вроде этот более-менее. Этот вроде хорош. На 4 или 6 метров спилю. Вроде нормально. Вот еще один валежник. Ну, я смотрю, он тоже гнилой. Пипец, сколько я уже прошел. Честное слово. Искать нелегко. Хорошо, что снег держит. Терпимо, ходить можно. Смотрите, какое ветрище поднялось. Все, короче, работу закончил. Вот такие бревна. Сушина. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. 4 штуки пойдет на венец. А остальные там лаги под пол. И все остальное. Немножко показал, как работает вот эта самоделка. Чуть позже подробно вам покажу и расскажу, из чего это все, из чего эта конструкция. Вот. Ну, бревна немножко гнилые, но другого варианта просто у меня нету. Кривые, гнилые, с сучьями. Больше нет. Больше нету, ребят. Чем богаты. Ну, что-то придумаем. Придумаем, сделаем. Думаю, все получится. Тогда штормит сегодня капитально, ребят. То и бойся, чтобы на избу все это дело не упало. Деревья близко. Возле избы. На улице 0 градусов. Но, знаете, вот пока снег не тает. Ну, 0, да. Наверное, в селе там, конечно, капает. Но здесь севернее. И пока все даже не прилипает. Ну, бревнам не набивает гусеницы, ничего. Этого ничего не чувствуется. Мало еще тепла. Избушка я один в данный момент. Рыбак приходил, поболтали и снова на рыбалку ушел. Вот. Я пью чай с котлетой. Время уже 3 часа. Целый день, ребят, в поиске. Самое сложное в этой работе — это искать материал. Надо с осени все отмечать, искать, отмечать. И уже зимой все это дело сделать. Ну ничего. А сегодня, сейчас еще съезжу за дровами, как бы там вершинки. Ну, сани возьму и с санями привезу. Вершинки гнилые, конечно, все это, но на дрова пойдет. Жалко оставлять там. Вот. Не знаю,
рыбак будет здесь ночевать или нет сегодня. Может, передумает и уедет, может, переночует, завтра поедет, не знаю. Какие у него планы. Это уже его дело. Здесь постелю, будет спать, отдыхать вместе. Поболтаем вечером. В избушке жарко, пью чай, отдыхаю. Рыбак пошел за водой, но на ночь ведро воды, чтобы запас было. Сейчас, короче, я тут сварил для тулана полная миска каши с тушенкой. Тушенка вот такая. В прошлый раз я тоже показывал. Ну, свинина вот такая. И еще варится тут суп. Сейчас консервы закину. Пачковый суп. Все развесил я до трусов, весь сырой. Целый день тут, короче, и обувь, и все. Тут постелил. Васька будет спать сегодня, вон там. Я ему матрас дал. Пусть отдыхает. Я здесь, возле печи. Ну, примерно так. Время сейчас уже без 25. Без 25,5. Вот, сейчас самое главное, ну, у нас еще вот котлета. Все есть. Это надо в печку закинуть. Ну, закипела уже нам. Ну да, кипит. Сейчас буду добавлять все это. Консервы. Вот эти консервы добавлю. И где-то был еще пачковый суп. Так, вон он. Мой любимый. Вот. Так, ветер еще гудит вовсю. Тулан в будке. Сейчас кашу дам. Целая кастрюля. И вот такая яма здесь. Что? Сытый будет он, довольный. Каша с тушенкой. Ну что сказать, ребят. Здесь еще вот немножко заготовил дрова. Это спилим и уже будем весной складывать вон под крышу. Вот. Вот так прошел первый день. Первый день так прошел. Завтра дальше будем думать, что делать. А сейчас будем отдыхать. Так что поужинаем и просто будем отдыхать, болтать с рыбаком, с нашим, который ночует в нашей избе.
Даже радио не буду включать. Просто беседа будет и все. Вот. Так что давайте до завтра. Еще вот дровишки на ночь надо, сырые. Вон оттуда возьму. Полен 5, наверное. Да, хватит, в принципе. На улице тепло, нулевая температура. Вот отсюда. Да, ветрище, конечно. Циклон, наверное, идет какой-то. Дожди будут.